Приветствую вас, многие девы, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 11 по 17 марта. Я для вас эту неделю записываю не на круглой колоде, а на своей новой горизонтальной. Такая у меня интересная появилась. Называется «Панорама», ну, если кому-то интересно название. Мы будем смотреть, как обычно. 5 карт, 1 карта настроения, 4 карты сферы жизни, кубики. Все как всегда, только другая колода. Потому что круглая мне нужна на триместры. Я уже буду писать второй триместр скоро. Так, девы, покажите мне, пожалуйста, прогноз для дев на период с 11 по 17 марта. 5 карт подряд. Настроение, личная жизнь, работа, финансы, здоровье для дев. 5 карт. Это ваше настроение, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и самочувствие. Так, теперь кубики. Ой, убежать хотел. Простите за звук. Покажите мне, пожалуйста, для дев информацию на период с 11 по 17 марта. 9-й дом показывает, будет важным. Это у нас дом обучения, но больше когда мы учим других, чем когда учимся сами. Дом религии, веры. Возможно, эта тема как-то будет проигрываться на этой неделе. Может быть, там будете храм посещать, читать какую-то литературу. Также 9-й дом — это у нас за граница. Контактировать, искать билеты, может быть, поездка будет. 9-й дом у нас отвечает за дальние путешествия, за когда мы пересекаем границы. Так что вот может быть так. Еще у вас выпадает Уран, а Уран — это могут быть полеты. Уран — это воздух и перемещение по воздуху. Значит, знак зодиака — общение с рыбками может быть у вас на этой неделе. И Уран у нас обещает перемены всегда, неожиданные. Уран — это всегда, знаете, такой вот какие-то сюрпризы. Возможно, неожиданная поездка. Допустим, вы сейчас не планируете, а по Урану это произойдет сюрпризом для вас. Что еще? Уран у нас еще показывает всегда независимость. У вас может быть такая, знаете, остро выраженная на этой неделе, когда не хочется никому подчиняться, не хочется и не может. Когда вот тебе хочется быть такой самостоятельной единицей. Ну, в принципе, и все. Ну, сейчас посмотрим. Когда карты открою, я увижу, как Уран себя проявит. Смотрим настроение ваше. Королева жезлов. Ух, какое у вас настроение. Стихия не ваша. Вы у нас земля, а это огонь. То есть вы будете более активны на этой неделе, более амбициозны, более независимые, как раз подтверждает Уран, да, это планета независимости. И королева жезлов, она тоже не умеет подчиняться. Она любит быть номер один и любит, чтобы ей подчинялись, а не чтобы она подчинялась. Это вот как раз ваше настроение подтверждает. Это карта страсти, когда ты все, что ты делаешь, ты делаешь желанием и страстью какой-то. Соперничество. Можете заметить, как вам нравится конкурировать. Вам все время хочется быть лучше, быстрее, красивее. По королеве жезлов. Она такая вот мотиватор. Можете других мотивировать на что-то. Яркая. Такая очень яркая женщина. Вы тоже можете быть очень яркие, смелые, импульсивные можете быть. То есть не похожие на себя. Это ваша как бы противоположность, грубо говоря. Так, хорошо. Ну давайте посмотрим, как это проявится. Опять же, жезлы тоже отвечают за заграницу, как и 9-й дом. Может быть, действительно поездка в какие-то теплые, жаркие страны. Давайте посмотрим по сферам. Личная жизнь. Да, тоже, видите, 2 жезлов держит земной шар в руках. Планы. Часто эта карта показывает, что я там планирую какую-то поездку куда-то. Но опять же, тут знаете, как больше не поездка, а именно планы. Планы, замыслы, раздумья, допустим, там ехать, не ехать. Вот может быть даже так. Может быть 2 дороги даже. Вы можете за одну неделю в 2 раза куда-то поехать. Но вы как бы на пороге стоите. Тут еще не факт, что поедете, но уже вот на пороге. Также у нас 2 жезлов может показывать выбор. Вот если вы один или одна, то может показывать 2 человека. У вас могут быть, и вы между ними можете выбирать.
Ну, в парах это больше вот, если мы берем пары, то карта показывает, что у нас, знаете, как наш фокус внимания больше не в отношениях, а где-то за отношениями. То есть мы думаем о работе, о делах, о поездках, чем об отношениях. Работу тащим домой, еще карта может показывать. Потому что здесь у человека, у него такие, знаете, наполеоновские планы. Он там что-то такое задумал, и ему сейчас нет, у него нет времени на отношения. Поэтому, если карта выпадает в позиции отношений, то, в принципе, отношения особо там, ничего в них не происходит на этой неделе. Потому что у вас вот фокус внимания вот здесь. Ну и королева жезлов, она тоже, ее больше всегда интересует работа. Работа, бизнес, дела какие-то, чем отношения. Ну, давайте посмотрим тогда на работе, что здесь. Да, видите, колесница. Скорее всего, это будет командировка, и поэтому здесь выпала карта путешествий, дорог, выпала в отношения, потому что вы просто уезжаете. Я думаю, так. Колесница – это однозначно движение. Если командировки не будет или какой-то поездки, связанной с делами, с работой, то это может быть просто активность у вас на работе, ну, там, где вы работаете, максимальная активность. Много встреч, много каких-то мелких поездок по городу, может быть. Прорыв в делах. Если вы ведете какое-то дело или выполняете какую-то задачу, то карта показывает, что в этой будет прорыв, прогресс какой-то в выполнении этой задачи. Победа. Карта победы. То, над чем вы работали, приносит результат. И причем эта карта показывает всегда очень быстрый результат, стремительный. Возможно, быстрее, чем вы думали. Может быть, вы там себе давали 3 недели на эту задачу, а карта говорит, а выполните за 1 неделю. Потому что у вас как будто бы в 2 раза больше сил. Вот такое вот ощущение. Ну, конечно, вот в основном колесница – это движение. Много-много движения на неделю. Вы, как знаете, как белка в колесе будете крутиться. Но у меня ощущение по всем этим картам, плюс 9-й дом, что вы прям уедете куда-то далеко. Не знаю, проиграется у вас так или нет. И Уран об этом говорит, и 9-й дом, и колесница, и королева жезлов, и 2 жезлов тоже всегда показывают далеко. Прям поездка куда-то далеко. Так, хорошо, значит, на работе поняли, шикарная карта. Если вы ищете работу, опять же, она показывает то же самое. Вас ждет какой-то успех, победа на нахождение работы. Долгие поиски, наконец-то, увенчались успехом. Причем, опять же, скорее всего, работа будет найдена далеко от дома. Видите, здесь он был дома, жил, да, вот в своем, на своей какой-то территории, но он выехал из этой территории, он поехал искать какие-то новые горизонты, там больше ему не интересно, вот так и у вас, вам может быть на той работе, которую вы делали, уже не интересно, вы как бы ее переросли, и поэтому вы будете вот себе искать какие-то новые цели, новые планы себе строить, потому что здесь вам уже не интересно, вам что-то хочется новенького, хочется какого-то развития, движения. Хорошо, смотрим деньги. Принесет это какие-то деньги? Ну, туз мечей, знаете, что показывает? В основном это деньги, которые находятся на счетах, в воздухе. Ну, то есть они как бы вроде и есть, но как бы их в наличии их пощупать невозможно. Где-то лежат на счетах, либо, допустим, они прописаны в договорах, но вы их еще не получаете, потому что вам надо закончить какую-то работу. Когда закончите, потом вы сможете эти деньги, допустим, там снять или получить. Поэтому эта карта говорит, что, ну, в принципе, да, деньги есть, но они больше вот как бы находятся где-то в воздухе. Так, чтобы пойти, там, не знаю, купить что-то на них, обычно это сложно. Бывает, конечно, что это деньги на карте, вы можете картой рассчитаться. Но очень часто, что эти деньги на карте, они все равно каким-то образом заблокированы. Так что вот так здесь. Но это временно, это временно. Можете, смотрите, по тузу мечей еще можете, например, что-то начинать в сфере финансов. Допустим, делать какие-то первые вложения, переоформлять карту там кредитную, открывать кредит можете, опять же, по тузу мечей. Это мечи у нас еще отвечают за документы. Какая-то работа с документами может быть связана. Так, ну и смотрим здоровье. Какое здоровье будет? О, 6 жезлов. Прекрасное здоровье. Вы полны сил, энергии. Я бы даже сказала, переполнены. Не то, что полны, переполнены. Вам хочется прям вот горы свернуть по всем этим. Смотрите, стихия огня, стихия огня, стихия огня. И колесница тоже это такая вот очень активная карта. Прям вот энергию эту надо будет куда-то вам направить.
в мирное русло, на достижения, на результаты. Очень хорошо, если у вас были какие-то болезни, заболевания, беспокоило что-то по здоровью, эта карта показывает победу, успех, вы побеждаете болезнь, болезнь отступает, уходит. Особенно если вы занимались лечением. Понятно, что если у вас что-то болело, а вы ничего не делали, то результата не будет. Тут так не работает. Тут нужно прикладывать усилия по жезлам. А если у вас болело и вы лечили, ходили в больницу, у вас есть там какой-то курс лечения, то карта говорит, жди скорых позитивных новостей. То есть ты увидишь, как болезнь отступила, а ты ее победил. Поэтому, если вот вы лечитесь, то прям шикарная карта. Если шестерка жезла выпадает, она говорит, что лечение даст результат. Ну, поэтому тут вот так. Если у вас вдруг что-то беспокоит, но вы не лечитесь, эта карта как раз говорит о том, что нужно... сходить к доктору, он вам выпишет какое-то лечение, и быстро все пройдет. Не пускать на самотек. На самотек не надо пускать. Потому что часто по этой карте человек настолько сконцентрирован на работе, на каких-то успехах, победах социальных, что он не обращает внимания на здоровье. Но рано или поздно это ж аукнется, понимаете? Понятно, что сейчас ты переполнен энергиями, и тебе кажется, что ты можешь горы свернуть. Но это же как бы, знаете, это как ты берешь у здоровья кредит такой. Ты сейчас тратишь много энергии, а потом через время организм будет эту энергию себе возвращать. И все, и потом вот будет проблема. Так, смотрим, значит, что получается по совету. Королеву не считаем. 2, плюс 7, плюс 1 и плюс 6. 16. 16 это у нас карта башня. Выпадает как совет. Прошу заметить, это тут очень важно, что это именно совет по башне. Башня в совете всегда говорит, что будь готов к тому, что могут быть какие-то случайно, вот как и по Урану, знаете, вот какой-то взрыв такой, какая-то резкая ситуация, которая может все переменить в вашей жизни. Вот по карте колесница перемены, резкая перемена. За счет чего она произойдет, мне сложно сказать. Но что-то старое может разрушиться, и вот то старое, что разрушится, даст вам, знаете, как дорогу, как будто бы даст дорогу для нового движения. Поэтому, если вдруг на этой неделе вы что-то будете терять, допустим, вас там увольняют с работы, клиент возвращает какой-то заказ, в общем, вы поняли, когда вот ощущение, что идет провал. Карта говорит, это не провал, для вас это, наоборот, со знаком плюс. То есть вот эта башня, она разрушает то, что вам мешает, она разрушит, и вы как-то из этого еще возьмете себе какую-то выгоду. То есть для вас это будет как трамплин такой вот. Поэтому тут очень важно не расстраиваться, когда произойдет вот эта неприятная история. Еще башня, это знаете, как вот, как будто вы долго сидели в этой башне, вы уже ее переросли, но все боялись из нее выйти. И часто, когда мы долго сами не решаемся, высшие силы вмешиваются и ломают эти стены, убирают эти стены, чтобы у нас появились, вот как бы выгоняют нас, да, из этого замка. Говорят, давай, едь, что ты сидишь на одном месте, делай, двигайся вперед, нужен прогресс, нужно движение. И вот, возможно, здесь еще, как вариант, кто-то самостоятельно поймет, что нужно срочно что-то менять, и вы сами это сделаете, а у кого-то будет через башню, то есть высшие силы вмешаются, заберут вот эту зону комфорта и вытолкнут вас вперед. Тут уже от вас будет зависеть, как вы хотите. Вы хотите самостоятельно или вы хотите через негативное событие, а тут уже дело за вами. Потому что, знаете, как говорят... Того, кто хочет, судьба ведет, а того, кто не хочет, тащит. Я же думаю, вы не хотите, чтобы вас судьба тащила за шиворот. Поэтому лучше всегда идти самостоятельно вперед. Потому что, понятно, мы все любим зону комфорта. Когда вот у нас там, мы знаем, что будет завтра, через 5 лет, через 10, но не здесь, не на этой планете. Мы рождаемся здесь, чтобы получать опыт, а не для того, чтобы устроить себе комфортную жизнь и жить, поживать, добра наживать. Не для этого, понимаете, не для этого мы рождаемся. Так что, как только вы себе зону комфорта выстроите, придут высшие силы и ее поломают, чтобы вы не засиживались. Вот такая история здесь, девы, для вас на эту неделю. Неделя вообще крутая, очень классные карты выпали. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.